Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесах, так и на земле. Хлеб нас насущный дашь нам здесь, и остави нам долги наши, яко и мы оставляем должников нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, яко есть сила Твоя, царствие Твое и воля Твоя, и во веки веков. Аминь. Сразу, как началась война, так не очень памятаю, потому что мне было 3 года. А это брат мой, вот его фотография, Николай, был со мною. И это ему было 7 годов. Я больше из его слов усе, потому что я была молодая. Так я из його слов знаю, як нас пригнали в Калинкович. И мы там загрузили на станции. И мы для железной дороги, не на станции, а просто для железной дороги загрузили. И мы там уже были несколько часов. А маток же наших пешки гнали. А это же до Калинкович, это же более 100 километров от нас. Ну, пока матки пришли, мы подогнали товарняк, состав, нас в эти вагоны погрузили, кто был там, и повезли. А матки пришли уже сюда на станцию, а нас уже нема. Так матки с нами не попали. Мы поехали и с братом, ему 7 годов, а мне 2, то 3. И мне 3 было года. Поехали. И завезли нас не в Германию, а в Австрию. І нас усіх постригли, дівкого, які коси були. І женщин, і мужчин пороздевали наголо, загадали раздеться. І ми там окаєте. Даже дети уже маток постригли, так дети маток не угадують. Да, там визг, крик уже детей. Это. Ну и тогда нас проверяли у врачи. Проверяли врачи нас. И у меня между пальцев здесь прыщик был. Они поставили мне на лоб печать, и этих уже, что они, врачи уже обнаруживали болезни, які у кого, всем ставляли печати на лоб и разделяли тих в одну сторону, а тих в другую. Уже я пришла к этой проволоці и плакала, их брат уж хотела. И он мне сказал, иди, а в этих, в каждой загороде был барак. Иди, говорит, у барак, не стой тут, чтобы немцы тебя не зафиксировали, что ты тут такая. И это, иди в барак и только не засни. А потемнее ты придешь сюда, я тебя украду. Ну, так же я зробила, это же, возьмите, в 3 года, и это же тоже только Божья помощь была.
І я так і зробила. Потемніло, я підійшла сюди до колючої проволоки, до этой. А брат оттуль уже з другого этого барака прийшов і з мальчиками, з таким Оксам, удвох прийшли. І один розтягли отак проволоку, так вони один розтулили, вже як можна було, а другий взяв мене і витягнув сюди, вже їх собі. І тут вони вже привели мене в барак, а там були і наші жінки з деревні. Печать же на лапу. І вони і мені ту печать і змивали. Ну, не мило ж нічого, ну я вже не знаю, вона ж чорніла була, мостуші та печать. І вони вже у мене лоб болить, я плачу. І вони мені зав'язали отак, платок зав'язали, лоб зав'язали, так і це, щоб вже не видно було этой печати. На завтра зрання устали, а в той уже загороді, де я була, уже нема ні одної душі. Усіх вночі погнали у крематорій і спалили. Ото так мене брат і спас від смерті. Ну и жили мы там 2 года. 2 года мы там были. А кормили нас суп, як він називався, суп баланда, такий суп бруква, і все. А бруква ж, картошка розварюється, а бруква ж не так, ото бруква сама собі, вода сама собі. Ось таким нас кормили. Тільки вже у вихідні Бавар, по-нашему предприниматель, а там називався Бавар, держав коров, так у воскресенье нам привозили отгон, это молоко обезжиривали, а это уже отгон привозили, и каждому дитяти только, не взрослым, а детям, по черпаку этого уже отгону нам давали. Ми вже як з дому, вже поки воскресіння, такі мисочки у нас були, називались мінашки, маленькі, такі пузатенькі. Ми вже через дрот повисаджуємо, стоїмо так з тими мисочками, а вони вже туди нам по черпаку уливали цього отгону. А так ми 2 роки на такому питанні були. Давайте понапиваемся воды с колодца. А брату було 7 років, а він баню топив там. Топив баню, і йому, щоб уже ті робочі з роботи у мать повимазуються, вже, щоб обмились. Так йому за это платили 2 сигареты. Вот оплата ему такая была за то, что он уже это. 2 сигареты давали. А по другий бок нас стояли эти итальянские пленновоенные. Так курить хотели, так за кусок хлеба брат отдавал эти. Уже. А який хліб там був? Ну, трохи муки, а то опілки. Ну, він вже давали ті, він віддавав ті папіроси, а йому солдат давав уже кусок того свого пайок уже хліба. А це він мене кормив так.
освободили нас, так приехал, перед этим уже немцы утекали, отсюда уже, считай, из Граца. Так яны отключили воду. И, в общем, трое суток мы были без воды и без еды, пока уже пришли, до нас освободили. Приехал танк и стёг эту колючую проволоку усю, и мы уже появились на свободе. Более месяца ехали из Австрии до дома. Алло, Надя, это ты? Да, здравствуй. Ну, як ви там? Помаленьку, добре. А я чим займалась? Ходила жуков збирати. А я там курей подоглядала. Ну, а тепер відпочивати буду. З вами поговорила, да буду відпочивати уже. Ну так, у вас нормально все, да? Ну, так добре. Ну, так тоді до свидання. Созвонимся в другий раз. Ну, пока. Ах, матка вже ухватила мене, угадала, і 5 кілометрів від Вялля до своєї деревні вона несла мене на руках. Та представте, скільки я весом була, що вже ж було 5 років. Так 5 кілометрів несла, не пускала з рук. Чтобы никогда никто не знал войны. Потому что это очень страшное дело. И всем здоровья и мирного неба. Более я ничего не могу пожелать. Бо усе можно купить, а это не купишь.